Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества» и я его ведущий Рустам Серзидинов. В этом году наша республика отметила свой 100-летний юбилей. Однако нельзя обойти вниманием еще одну юбилейную дату. 65 лет назад было создано Башкирское региональное отделение Русского географического общества. И я предлагаю вам ознакомиться с работой Башкирского отделения за последние годы. Русское географическое общество – старейшее общественное объединение в России. Оно было учреждено в 1845 году императором Николаем I. Интересен факт, что 4 из первых учредителей РГО были тесно связаны с Южным Уралом и территорией современной Башкирии служебными или научными интересами. Это Перовский, Даль, Чихаев и Гельмерсон. А гражданский губернатор Оренбургской губернии Яков Ханыков, проживавший в те годы в Уфе, был одним из секретарей Императорского русского географического общества. С приходом к руководству Русского географического общества в 2009 году Сергея Кужугетовича Шойгу и созданием попечительского совета из числа самых уважаемых и значимых персон современной России во главе с председателем Владимиром Владимировичем Путиным настал период возрождения славных традиций прошлых веков. Башкирское отделение Русского географического общества было создано в 1954 году и в 2019 отмечает свое 65-летие. В 2014 году отделение получило статус юридического лица, и с тех пор региональное отделение наращивает свой потенциал и сегодня состоит в числе лучших отделений РГО в России. Оно насчитывает более 230 действительных членов, курирует работу 3 молодежных клубов. Башкортостан – единственный регион в России, где во всех муниципальных образованиях действует местное отделение РГО. Самые активные – Абзелиловская, Бакалинская, Балтачевская, Гафурийская, Демская, Дуванская, Ермекеевская, Илишевская, Ишимбайская, Кармаскалинская, Орджоникидзевская, Янаульская. 4 местных отделения создали свои сайты. В 26 муниципальных образованиях созданы попечительские советы местных отделений Русского географического общества. Башкирское отделение РГО за годы своего существования реализовало немало важных и полезных природоохранных проектов и мероприятий. Одно из них – обустройство Аскынской ледяной пещеры. При поддержке предприятия «Газпром Трансгаз Уфа» и благодаря гранту Министерства семьи, труда и соцзащиты Республики Башкортостан в течение 2018 года прошло благоустройство туристического комплекса «Аскынская ледяная пещера». По заданию президента Русского географического общества Сергея Кужугетовича Шойгу сейчас разрабатывается по России несколько спельных маршрутов. Заявок поступило порядка 50 со всех концов нашей страны. Оставили 7, и, скорее всего, всего лишь 5 будет. Те маршруты, которые будут как бы всероссийскими и будут поддерживаться Русским географическим обществом уже на федеральном уровне. И один из маршрутов – это по Южному Уралу, который предложило наше башкирское отделение Русского географического общества. Она включает в себя Аскынскую, Кендерлинскую и Шульганташ, Капу пещеру. Вот. Протяженность этого маршрута, в зависимости от того, сколько человек располагает каким временем, от 2 до 7 дней. Вот. Везде имеется база, есть возможность отдохнуть. Кендерлинская пещера, как вы знаете, сейчас вошла в состав природного парка Зелим. Площадь его 36 тысяч гектаров. И этот природный парк, в общем-то, появился благодаря, собственно, тоже Башкирскому отделению Русского географического общества. Мы разработали проект и совместно с Минприродой этот проект защитили, согласовали с федеральными органами. Сейчас будет набираться штат, выделяться техника, и пойма реки Зелим вместе с пещерой Кендерлинской берется под охрану государства. В 2019 году был оборудован Аскынский минеральный источник с уникальной по своему составу водой. Для меня, наверное, это больше, чем заказ. Это оставить отпечаток своей деятельности на родной земле, в родном Башкортостане. Я часть этой земли, мои предки отсюда. Я люблю эту землю.
Поэтому мне хотелось бы, конечно, облагородить это место, как я видел, как считал нужным. У нас были переговоры с заказчиками, их пожелания были. Но я увидел это место именно так, в камне, натуральном камне, с карьером Башкортостана. Это плетняк-лимезит, он очень крепкий, хороший, подходит цветовой колористике к этому месту, я считаю. И мою идею приняли. Еще один важный выполненный природоохранный проект – создание природного парка «Зелим». Его площадь составляет более 36 тысяч гектаров. По территории парка проходит уникальный сплавной маршрут. Здесь находится самая большая пещера в Европе – «Победа». А всего на территории парка более 50 пещер. Ежегодно при поддержке РГО работает экологический лагерь по очистке и топографическим исследованиям пещеры Киндерлинская. В 2019 году после новых исследований длина пещеры превысила 14 километров. Сегодня она является самой протяженной на Южном Урале. Последние годы из-за засух и резкого обмеления Зелима начали прорываться туда люди на технике, на машинах вездеходных и, самое страшное, на квадроциклах. На сегодняшний день для нашей природы, вообще вот башкирской уникальной такой природы Южного Урала, самое страшное бич – это квадроциклы. Если снегоходы они не наносят никакого ущерба, то квадроциклы наносят колоссальный ущерб. Они пытаются на самые вершины забраться по пологим склонам. Естественно, колесами срывают дерн там, и так далее, и так далее. Деградируют участок моментально. И поэтому мы забили тревогу. Спроектирован вообще-то этот парк был давно, в 2006 году. Но он так и лежал. Это все, проект лежал на полках министерства. И вот когда вот это мы забили тревогу, что мы потеряем этот уникальный объект, если мы не сделаем там природный парк. Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан принимает активное участие в восстановлении экосистемы болота Берказан-Камыш в природном парке Аслыкуль. Благодаря средствам программы развития ООН была проведена реконструкция дамбы и построено современное гидротехническое сооружение. В настоящее время болото восстанавливается, и есть надежда, что с его наполнением повысится и уровень воды в соседнем озере Аслыкуль, а на Берказане вновь начнут гнездиться пеликаны и лебеди. Когда мы говорим об экологии, не всегда, к сожалению, удается увидеть так быстрый результат. А вот именно здесь тот самый яркий пример, когда можно говорить о том, что буквально 3 года назад мы по сухим засохшим кочкам по торфяному болоту, когда-то бывшему болоту, наверное, тут ходили пешком, и сегодня вряд ли кто-то рискнет уже сюда залезть и пешком пройти, потому что на самом деле уже восстанавливается вот это болото, восстанавливается озеро, и возвращаются сюда когда-то обитавшие птицы. Вот это, на мой взгляд, как раз, наверное, вот для всех экологов, ботаников, биологов, ну, реальное достижение и результат. Конечно, это труд наших ученых. Это Василий Мартыненко и его команды. Это содействие, наверное, иностранных экспертов и, самое главное, иностранных денег. Но, тем не менее, самое главное, это все вложено в нашу с вами родную природу, и мы видим результат. Сегодня сюда возвращаются пеликаны, тут летают на наших глазах лебеди. И я очень надеюсь, что буквально в ближайшее время мы уже увидим такое, как писали в прошлом столетии еще путешественники и ученые, что когда птицы поднимались над небом Аслыкуля, не было видно неба. Я думаю, что мы к этому уже должны приблизиться, потому что такие условия созданы для того, чтобы маточник Берказан восстановился, и действительно птицы выводили здесь свое потомство, в том числе и пеликан. Конечно, это не может не радовать нас. С 1994 года проводится республиканский конкурс «Рыцарь леса». Почетное звание «Рыцарь леса» присваивают людям, внесшим наибольший вклад в дело сохранения животного мира республики. Государственным и общественным охотинспекторам, инспекторам рыбоохраны, егерям, экологам. В 2018 году проект получил грант президента Российской Федерации.
Большую работу башкирское отделение за годы своего существования провело по организации экспедиций и научных исследований. Так, в августе 2017 года под руководством заслуженного путешественника России Олега Лукьянова башкирская экспедиция прошла высокогорный перевал Памира в рамках горного маршрута 4-й категории сложности. Безымянному перевалу высотой 4560 метров было дано имя башкирского отделения РГО. Мы делали экспедицию на Памир. Это был маршрут 6-й категории сложности, но мы проходили прямо под стенами, прямо под этими стенами ледовыми. И тогда еще я засмотрелся на эту ледовую свечу. Что называется, посмотришь вверх, шапка падает. Вот. И тогда уже появилась мысль пройти впервые эту стену, потому что ни на каких справочниках, нигде, ни на картах географических тут ничего нет. Это, образно говоря, белое пятно было. Вот. Ну и, собственно, отсюда и родилась идея назвать его именем башкирского отделения Русского географического общества, потому что это же белое пятно на карте. То есть по праву первопроходцев мы так его и назвали. Я посоветовался с ребятами из группы, все поддержали это охотно. В этом же году под руководством действительного члена Русского географического общества Сергея Рычагова группа спелеологов Уфимского клуба имени Нассонова прошла спелеопоход 5-й категории сложности в одной из сложнейших пещер мира – Снежной, расположенной в горах Абхазии. Еще одна экспедиция, организованная региональным отделением РГО по следам Палласа. За 2 дня экспедиционеры преодолели на снегоходах более 150 километров по туристическим маршрутам геопарка Янгантау. В XVIII веке по этим же дорогам и тропам шел экспедиционный отряд ученого-энциклопедиста, естествоиспытателя и географа Петера Симона Палласа. Меня все время удивляло, все время с гордостью говорили, там, родина Салавата, Салаватский район, но настолько было мало внимания к этому району, к его жителям. И всегда, значит, во главе района, ну, может быть, это, как сказать, грубо сказать, но всегда были варяги. И вот пришло время, когда в России многое изменилось, хотя очень-очень трудно сейчас. Но вот это создание этого геопарка, вот я даже вчера по встрече к району Дворца культуры видел, что каждый что-то ждет от него. Не то, что там будет там какие-то деньги, там приварок будет, а вот гордость за родной край, что вот этот родной край, что он такой особенный, что вот он даже в размере нашей великой страны огромной, он, значит, будет иметь свое огромное значение. Благодаря поддержке правительства и общественных организаций Кабардино-Балкарии был воплощен в жизнь проект башкирского отделения РГО, посвященный столетию народного поэта Мустая Карима. 7 июля 2018 года группа восходителей из Башкортостана и Кабардино-Балкарии поднялась на безымянную вершину главного Кавказского хребта в Чегемском ущелье и установила на ней памятную табличку. 20 октября 2019 года, в день столетия великого поэта, башкирские экспедиционеры вновь поднялись на пик Мустая Карима на высоту 3550 метров. Привет, Уфа! Привет, родной Башкортостан! Привет! Привет! Мы на высоте 3550 метров. Это пик Мустая Карима, главный Кавказский хребет. И мы здесь не случайно. Сегодня народному поэту Башкортостана должно было бы исполниться 100 лет. Поэтому мы на этом пике для того, чтобы выразить дань своего уважения этому великому человеку. Саша, кто с нами? Оператор Олег Чагадаев, Рустем Сиразидинов, Владимир Филиппишин, Борис Гумаев, Вячеслав Оброщенко, Рафаэль Ингиров, Андрей Шмальц, Евгений Исламов и Олег Лукьянов, а также Александр Лынник. Но мне хотелось бы прочитать стихи Мустая Карима. «Я подымался на вершины гор, и эхо отвечало мне сквозь дали. Горой хотел я стать, и с этих пор мечтой моей навеки горы стали. И еще на ладонях его облака отдыхают, и орел с его плеч, оттолкнувшись, парит. Здесь его седину Млечный Путь освещает. Здесь огромное сердце поэта стучит!»
Группа орнитологов из комиссии по природоохранной деятельности регионального отделения РГО совместно с волонтерами ведет уже несколько лет большую исследовательскую работу по составлению атласа птиц. Научная цель проекта – сбор информации о состоянии современной фауны птиц Уфы. Активное участие в последние годы башкирские орнитологи принимают и во всероссийской акции по учету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». Большой популярностью у школьников республики пользуется республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии». В 10 сезонах конкурса уже приняли участие около 40 тысяч детей. Региональное отделение РГО организовало лектории как место встреч с известными путешественниками страны. В рамках лектория прошло более 10 встреч. Он пользуется большой популярностью среди молодежи. Самым масштабным проектом башкирского отделения РГО является «Уральский барс». Его цель – популяризация горного туризма, развитие туристической отрасли, знакомство с природными достопримечательностями республики. Проект уже получил статус международного. В нем приняли участие туристы из 14 регионов России и из Канады, Австралии и Германии. Когда я узнал про этот проект и увидел нитку маршрута, то, что по барсу именно связано, в далеком 1992 году мы этот маршрут с друзьями просто прорисовывали. И он фактически совпал полностью. И поэтому у меня сомнений не было, что я должен отучаствовать в этом проекте. В общем-то, вот. И поэтому и первый этап быстро прошел, чтобы время было зазорно на подготовку на второй этап. И я его шел один, но тем не менее я этот поход посвятил своим друзьям, то есть, с которыми когда-то начинали заниматься, с которыми ходили. И, в общем-то, этот маршрут, это маршрут мой такой памяти друзей. Я особенно никуда не спешил, в общем-то, вспоминал, как это все было. Каждый этап это определенные, в памяти картинки всплывали, с друзьями связанными, потому что с каждым из них, многих уже нету сейчас рядом, но тем не менее, то есть в памяти они остались. И поэтому я благодарен РГО, что такой маршрут провели, организовали такую программу, и мне получилось в нем отучаствовать. Еще один популярный проект отделения – «Башкирская кругосветка». Он решает сразу две задачи – создание туристического бренда и развитие автомотовелотуризма на территории Башкирии. Участником проекта может стать любой желающий. Его задача – посетить 4 стелы, обозначающие крайние географические точки на севере, юге, востоке и западе Башкортостана. Географический центр республики в Гафурийском районе и стелу в селе Нижнесаитово, где совпали уникальные географические координаты 55-55. Региональное отделение РГО в познавательно-образовательных, туристических и научных целях разработало новый маршрут по самым известным пещерам края – Аскынской ледяной, пещере Шульганташ, Новомурадымовской пещере и пещере Глубинный Грот. Протяженность маршрута 830 километров, а его продолжительность – 6 дней. В 2017 году правительство Башкортостана создало на территории Словацкого района геологический парк Янгантау. Региональное отделение РГО приняло активное участие в разработке концепции геопарка и подготовке заявки на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Заявка геопарка Янгантау была подготовлена в рекордные сроки и уже осенью 2019 года единодушно поддержана Международным советом. В России появился первый геопарк ЮНЕСКО Янгантау. Большое внимание региональное отделение РГО уделяет проведению творческих конкурсов. Ежегодно совместно с дирекцией по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан проводится конкурс фотохудожников «Живая природа Башкортостана». Еще один традиционный конкурс – «Лучшая туристическая стоянка Республики Башкортостан». В этом конкурсе принимают участие природные и национальные парки, заповедники и заказники. Совместно с администрацией города Уфы и Республиканской гильдией экскурсоводов региональное отделение ежегодно проводит городской конкурс экскурсоводов. Принимает активное участие в республиканском конкурсе исследовательских творческих работ учащихся дорогами Отечества, республиканском конкурсе школьных музеев. Исполнительной дирекцией башкирского отделения РГО разработаны критерии оценки местных отделений, благодаря которым ежегодно оценивается их работа на конкурсе «Лучшее местное отделение».
реализуется международный проект по увековечиванию памяти французских летчиков, погибших в 1931 году во время беспосадочного перелета Париж-Токио на территории Калтасинского района Башкирии. Поисковая экспедиция башкирского отделения РГО обнаружила на месте аварии в окрестностях деревни Старый Буртюк элементы и детали французского самолета Д-33. В планах установка на месте трагедии обелиска для увековечивания национальных героев Франции. Каждый народ должен знать свою историю. Те, кто не знает свою историю, это не знают ничего практически. И вот я, живя сколько лет на территории родного Краснокамского района, вот услышала вот эту историю. Вот Рифкат Карамович позвонил на словах мне, когда он мне сказал, что здесь такое крушение, падение самолета было, что это такой год, что 2 летчика спаслись, вернее погибли, 1 спасся. То есть действительно я сразу задавала вопрос и бывшему директору районного историко-краеведческого музея, совету ветеранов. Мы эту тему подняли, и вышла у нас огромная статья на страницах нашего районной газеты. История – это те моменты, которые наше поколение должно знать. И вообще вот такие мероприятия, огромное спасибо, конечно, кто вот сегодня начал эту работу. Эту работу нужно продолжить и поставить какой-то памятный знак в память вот этого события. И в плане патриотического воспитания подрастающего поколения это событие имеет огромное значение. Региональное отделение РГО поддерживает издательские проекты по природоохранной и экологической деятельности, по развитию внутреннего туризма. В 2018-2019 годах был начат выпуск серии изданий «История с географией», в которой в познавательной форме рассказывается об истории изучения нашего края и знаменитых ученых, путешественниках и естествоиспытателях, внесших свой вклад в это направление. В 2016 году экспертный совет РГО принял решение о выделении башкирскому отделению медиагранта на создание научно-популярного фильма «Колыбель истории. Пещера Шульганташ. Капова пещера». Фильм отразил колоссальный прорыв в изучении пещеры за последние 15 лет и стал видеоаргументацией для внесения пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году Демское местное отделение стало победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Центр общественного мониторинга состояния окружающей среды и здоровья человека «Экопост». А в 2019 году башкирское отделение РГО выиграло грант президента Российской Федерации на реализацию природоохранного проекта «Рыцарь леса». С 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета Владимира Владимировича Путина ежегодно проводится Всероссийский географический диктант. В 2017 году этот образовательный проект получил международный статус. В 2018 году наша республика заняла первое место в стране по количеству площадок – 416, и первое место по количеству участников – более 25 тысяч. В 2019 году количество площадок значительно выросло. Географический диктант Башкирии написали уже более чем на 700 площадках. В этом году принимают участие все города и все районы. И в районах, в основных, в средних школах, практически во всех зарегистрированы у нас площадки для написания географического диктанта. Берем пример с России, потому что у нас же в России участвуют все 85 регионов, плюс более 100 стран в этом году принимает участие. То есть по-настоящему это международная образовательная акция. В 2019 году в 4-й раз в Башкирии прошел республиканский слет учителей географии. Он был посвящен столетию Республики Башкортостан и был призван содействовать повышению квалификации преподавателей географии и обмену опытом. Кстати, и этот масштабный проект башкирского отделения РГО является первым в истории России. На этом все. Я с вами прощаюсь. Жду ваших откликов и предложений на сайте Русского географического общества в Республике Башкортостан. До свидания.